В Республике Коми сформируют 55 апрельских поручений. Они будут основаны на ежегодном докладе главы региона Сергея Гапликова. По словам экспертов, этот документ сильно отличается от предыдущих. В нем озвучена конкретная программа действий и развития региона. Об этом в недавнем интервью газете «Трибуна» говорила и первый заместитель главы Коми Лариса Максимова. Доклад готовился задолго до послания президента, которое, как известно, несколько раз переносилось. И было очень приятно, что многое из того, что сказал Владимир Путин, мы предугадали. В докладе Сергея Гапликова прозвучали конкретные предложения, которые мы сразу для себя окрестили апрельскими поручениями. Всего их ожидается 55. Мы не будем изобретать велосипед. Наши апрельские поручения также будут сформированы по блокам и отраслям. Для органов исполнительной власти в муниципалитетах апрельские поручения Сергея Гапликова – это прежде всего руководство к действию, уверен исполняющий обязанности главы Сосногорского района Сергей Дегтяренко. Во главу угла поставлено улучшение качества жизни всего региона. Причем здесь затрагиваются все 12 национальных проектов. А идея объединить стратегические задачи в единый список – важное управленческое решение. Апрельские поручения – это своего рода дорожная карта первоочередных мероприятий. Сосногорский район неоднократно упоминался в докладе. Так, например, строительство тепличного комплекса – это масштабный проект для всей республики. Его реализация позволит решить важную задачу по обеспечению продовольственной безопасности региона. Ввод объекта позволит существенно повысить качество жизни сосногорцев. И это не только 250 рабочих мест, но еще и новый импульс к развитию городской инфраструктуры. Стоит отметить, что исполнение апрельских поручений будут находиться на личном контроле главы региона. Пора субботников официально завершена, но несмотря на это, жители района по собственной инициативе продолжают вносить вклад в благоустройство города. На этой неделе сотрудники районной администрации и структурных подразделений вышли на уборку прилегающей территории бассейна, тем самым ускоряя процесс сдачи объекта. Напомним, по поручению правительства региона строительство бассейна будет считаться завершенным только после окончания работ по благоустройству. И если работы внутри стройплощадки – это зона ответственности подрядчика, то снаружи задача, с которой могут справиться и неравнодушные жители. Для нас это столь долгожданный объект, что мы решили сегодня тем, чем можем помочь подрядчику все-таки обустроить территорию, ее немножко очистить, облагородить. Я думаю, что для каждого жителя Сосногорска это большая честь, и не то чтобы обязанность. Объект настолько долгожданный, что каждый из нас хочет, чтобы бассейн побыстрее открылся. Поэтому мы решили помочь всем сосногорским побыстрее открыть наш долгожданный бассейн. Участников субботника обеспечили необходимым инвентарем. Все структурные подразделения администрации приступили к работе. Присоединились к уборке и сотрудники управления по делам ГО и ЧС Сосногорска. Субботник проходит замечательно. Здесь собралось много представителей от администрации и управления разных. Все идет в соответствии с планом. Субботники нужны для поддержания, во-первых, города в чистоте и чтобы не было захламленности в городе. Я считаю, что это очень полезно проводить. За несколько часов работы из лесного оазиса было убрано более 10 кубометров мусора. И это не только старые ветки, но и битое стекло, пластиковые бутылки, одежда и даже сантехника. Мусор не вылез из-под земли. Эта свалка практически в центре города – дел рук человеческих. На сегодняшний день территорию убрали, но рассчитывать на то, что вынос мусора на городскую территорию останется безнаказанным, не стоит. Осенью прошлого года в Сосногорске утвердили правила благоустройства, в которых четко прописано, на что распространяется запрет. В соответствии с пунктом 62 правил благоустройства муниципального образования городского поселения Сосногорск на территории города запрещается сброс мусора и иных отходов производства, организация несанкционированной свалки отходов. Запреты не остались только на бумаге. В наступившем году управление ЖКХ получили полномочия на составление протоколов об административных нарушениях в части благоустройства. Теперь специалисты управления могут привлечь к ответственности за сброс мусора вне отведенного для этого места. То есть за невыполнение элементарных правил по соблюдению чистоты в городе нарушители могут поплатиться рублем.
Ответственность за нарушение установленных правил предусмотрена частью 22 статьи 6 Закона Республики Коми 95 об административной ответственности, что влечет за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, на юридических лиц от 100 до 200 тысяч рублей. За повторное нарушение, конечно, штрафы значительно выше. И такая кампания в городе уже работает. В апреле этого года по инициативе Управления ЖКХ и по решению суда к административной ответственности привлечено одно из городских ТСЖ. Оно систематически не выполняло задачи по содержанию придомовой территории в надлежащем санитарном состоянии. Спустя месяц 18 торговых организаций получили предупреждение от Управления по устранению нарушений правил благоустройства. Еще 3 протокола составлено в адрес организаций, управляющих многоквартирными домами. Стоит отметить, что главная цель работы управления – приучить жителей и организаций нести ответственность за чистоту в городе. Ведь, как известно, чисто не там, где метут, а там, где не ссорят. 12 июня жители Сосногорска вместе со всей страной отметят День России. Мероприятие охватит весь район. Здесь и катание на воздушных шарах, и спортивные состязания, и праздничные концерты. В городе череду мероприятий откроют веселые старты. Они начнутся в час дня на стадионе «Гладиатор». Здесь же пройдет турнир по стритболу, соревнования по армрестлингу, а также показательные выступления на площадке «Воркаут». С 3 часов дня любой желающий может сдать нормативы комплекса ГТО. Ровно в 7 вечера уже на площади имени Гагарина начнется регистрация участников городского велопробега «Велоночь». А спустя час будет дан старт. В этом году он будет одномоментным для 4 городов. Помимо Сосногорска, это Сыктывкар, Ухта и Вологда. Изменился и маршрут пробега. Площадь Гагарина, далее по улицам Орджоникидзе, Дзержинского, Пионерская, Вокзальная. После колонна обогнет 6-й микрорайон и в обратном порядке. Но уже с поворотом на улицу Ленина вернется обратно на площадь имени Гагарина. По завершении пробега из числа участников организаторы выберут и наградят призами самого мудрого, самого юного и самого креативного. Отметим, что праздничные гуляния в городе будут проходить также на площади Гагарина с 7 до 9 вечера. В поселках района празднование Дня России стартует накануне. 11 июня в поселке Верхнеижемский в 10 часов начнется конкурсная игровая программа. 12 июня ровно в полдень праздничную эстафету примет Воевож. Спустя час концертная программа начнется в селе Устюхта, поселках Керки и Поляна. В 14 часов мероприятия пройдут в Малой Пере и Райоле. Завершится праздничный марафон в Нижнем Одессе. В 6 часов вечера на площади Ленина пройдет массовое гуляние. В конце июня на стадионе Черемушки вновь соберутся исполнители джаз, рок, фолк и популярной музыки. Сосногорский рок-фестиваль в 25-й раз объединит не только республиканских музыкантов, но и гостей из других регионов. По словам организаторов, заявки на участие принимаются до 10 июня. После оргкомитет отберет тех, кто выйдет на сцену легендарного фестиваля. А вот хедлайнера выберут зрители. Уже сейчас в группе фестиваля ВКонтакте проходит голосование. Среди претендентов 3 российские группы – «Луна», «Слот» и «Черный обелиск». Первые 2 относительно молодые представители альтернативной сцены. «Черный обелиск» – группа со стажем и играет хэви-метал с 1986 года. Кто из них выйдет на сцену нашего фестиваля, зависит только от результата голосования, которое завершится уже в эту пятницу, 8 июня. Главное событие этого лета. 25-й юбилейный Сосногорский рок-фестиваль. Стань его участником и впиши свое имя в историю. Успей подать заявку до 10 июня. В нашей жизни есть символы, которые дарят ощущение чуда, показывают нашу любовь или помогают не забыть. Долгое время красная гвоздика была символом памяти об ушедших от нас ветеранах. Сегодня значок «Красная гвоздика» становится способом помощи ветеранам, живущим среди нас.